Отказались-то почему от прохождения медосвидетельствования? Потому что я не хочу Что не хотите? медосвидетельство. Какая была необходимость за руль садиться? Почему такси не вызвали, на такси не поехали? У меня отец чернобылец. Так. Все из частной груди. И да, такси-то в Отец чем? чернобылец. Какая проблема-то такси вызвать? Я сам на такси работаю. Алкоголь и руль — это же абсолютно несовместимые вещи. А это несовместимо. Но отцу хлеб надо было привезти. Вы управляли же в состоянии опьянения. В 2013 году вы были лишены, в июле текущего года. Сейчас второй раз. В июле текущего года вы также задерживались за состояние опьянения. И сейчас третий раз уже совершили дорожное состояние опьянения. Никакой дорожной я не совершил. А сейчас что произошло? Нет. Ну ладно, пускай. Обращаясь к жителям нашей республики, мы просим отнестись с пониманием к тем профилактическим мероприятиям, которые на этой неделе пройдут на территории региона. Связано это с тем, что только на этой неделе на территории города Ижевска мы фиксируем практически ежедневно происшествия с участием нетрезвых водителей, а в целом по августу на территории Удмуртской республики уже в 6 происшествиях пострадали люди. Если брать статистику 2015 года, то в 91 происшествии 23 человека погибли и 106 получили травмы. Двое из погибших являлись детьми. Все эти происшествия связаны с управлением транспортом в состоянии опьянения. На данный момент 67 уголовных дел возбуждено на территории региона по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 прим. 1, то есть это повторное управление транспортным средством лицами, либо находящимися в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшимися от прохождения в установленном порядке медицинского свидетельствования на состояние опьянения.